Чистокровный скакун верховой породы месяцами отрабатывает упражнения по укреплению ног вместе с жокеем. Начинают с простой ходьбы рысью, затем переходят в галоп. На языке профессионалов снимают пот, открывают дыхание. Жокеи-тренеры – люди скромные и суеверные. Они не раскрывают в полной мере подготовку скакунов. Но одно известно точно – у каждого строгая индивидуальная программа. Мы потихоньку работаем. 10-го посмотрим, что как будет. А так заранее ничего не можем сказать. Много зависит от жокея все равно. Он должен, жокей должен подружиться с лошадью и знать все его привычки. Один из известнейших мастеров жокеев Якутии, Семен Лиханов, также примет участие на конных скачках. Он выйдет на трехлетней красавице Виктории Джапи-Виннер, которая в прошлом году показала неплохие результаты. Волнуемся все, ждали этого дня. Надеемся на приза, чтобы были на все эти призовые дистанции. Хотим участвовать. На скачках пройдет всего 6 забегов, начиная от 800 до 2400 метров. В этом сезоне любители конных скачек привезли новых чистокровных верховых лошадей, что вызовет еще больше интерес к конным бегам. В Заречный район в этом году к нам не заехали, Амга, Чурапча, в связи с тем, что у них будут свои скачки. Положение практически уже подготовлено, будет 6 дистанций, призы героев Советского Союза и, может быть, героев СВО. Интересный факт. Этот скакун Айн Цыргут принимал участие в съемках фильма «Спидстар». Он играл главную роль. Сейчас ему 10 лет. Во время скачек будут разыграны сертификаты на фотосессию с ним. Фильм «Спидстар» стал настоящим прорывом в мире конного спорта, открыв новое дыхание. А есть ли конкуренция среди жокеев, как показано в фильме? Мы спросили у самих наездников. Конкуренция есть все равно. Вот сейчас мы работаем нормально, все ходим, семьем, все вместе тренируем. Как перед скачками, до скачек 2-3 дня остается, уже начинается накал. Зрелищное событие состоится 10 мая на ипподроме Агату в 2 часа дня. Жеребьевка пройдет на этой неделе. Открытие скакового сезона обещает быть масштабным и зрелищным. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск.